Всем доброго дня, уважаемые подписчики! Сегодня у нас очень душевный будет с нашей собеседницей разговор. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы поговорим с женщиной, которая успела пройти через многое: материнство, развод и при этом построить свой бизнес с золотом. В гостях Айпире Токтурбаева, бухгалтер по образованию, мама 3 детей, предпринимательница, которая привозит золото из-за рубежа. Айпире, спасибо вам большое, что сегодня вы уделили для нас время. Расскажите, вообще, честно скажу, ваши истории вообще уже вдохновили нас, да, до того, как началась вообще вся съемка, да. Скажите, как бы выглядела ваша жизнь, когда вы начинали заниматься бизнесом? У вас сейчас упор как раз-таки на эту деятельность. Угу. Да, как вы начинали? Расскажите, как бы выглядела жизнь ваша, да? Моя прежняя жизнь, конечно, отличалась от той жизни, которая сейчас у меня есть. Я не скажу, что она была скучная. Я сама по себе человек не скучный, я позитивная. Как вы, Айпире, расскажите, да, ваша история, я считаю, что вдохновила бы многих девушек, да, которые прошли этот бракоразводный процесс, понимая, что на плечи легла такая ответственность большая, такие как дети, да. Как выглядела ваша жизнь до того, как вы начинали заниматься бизнесом? Во сколько вы вышли замуж? Я вышла замуж в 22 года, прожила 11 лет в браке, и сейчас уже 4 года как в разводе. Конечно, жизнь была другой. Я не скажу, что совсем была другой, но тоже у меня была интересная. Я сама человек очень позитивный, везде ищу позитив, да, в любой сложности. Да, я всегда ищу плюсы. Всегда. Вы такая из категории женщин, которые, знаете, если горит хата, да, вы такая: ой, так случилось, да? То есть я на самом деле очень эмоциональная, да. У меня, допустим, если что-то не получается, я такая экспрессивная, да. То есть вы прям тише гладь, спокойно, с позитивом, или как? Нет, я эмоциональная, но при этом держу спокойствие. Никогда, даже если бывает сложно, не у всех бывает, у всех есть сложности. Но никогда не показываю. Я такой человек, который не любит жалость. Вообще я не люблю. Я не люблю, чтобы меня кто-то жалел. Никогда не показываю, что мне плохо кому-то, ни маме, ни родителям, ни подругам. Никогда не плачусь вообще. И это мне нравится. Я не люблю, чтобы меня жалели. Я всегда улыбаюсь, и никогда никто не узнает, что у меня на душе. Потому что я всегда схожу с улыбкой. Это не знаю, хорошо или плохо, но мне кажется, это хорошо. Это моя такая привычка, да? И моя прежняя жизнь была другой. Она была тоже интересной, но сейчас у меня, конечно, сейчас насыщенная жизнь, потому что каждый месяц у меня перелеты, 2, иногда и 3 перелета в месяц. Такая яркая, насыщенная жизнь, да, у меня сейчас. То есть, действительно, сейчас, после развода, да, вы все-таки сделали такой сказать, акцент, да, семья, карьера, да? Да. То есть дети и карьера. Да, дети и карьера. Как вы вообще это совмещаете, да? У вас 3 детей. 3 детей, да. Прекрасно выглядите. Спасибо для большое. 3 детей. Спасибо. Поэтому как вы, такая бизнес-вумен, да, как вы, может, есть у вас какие-то приемы, да, совмещаете то самое материнство, да, и бизнес. То есть бизнес, он не терпит, если не будет обращать туда внимание. То есть нужно всегда все контролировать, но и нужно контролировать и дома. Как у вас это получается? Конечно, спасибо большое моим родителям. Без родителей я бы, наверное, не справилась бы. Я часто отсутствую дома, и мои дети, они находятся под присмотром, под хорошим присмотром с моими родителями. Но когда я здесь, в Бишкеке, я полностью посвящаю себе своим детям. И также, когда я за границей, я постоянно с ними на связи. 24/7 мы по видеозвонку.
переписываемся в WhatsApp, ну, как бы всегда каждый шаг я их контролирую. Даже говорю им, скиньте мне свои домашки, они мне скидывают фотографии, фотографируют. Я им даже говорю, не заплачу деньги, если не уберетесь. Они мне комнаты скидывают, что там чисто, у каждого своя комната. И вот, в общем, вот так вот стараюсь, да, даже дистанционно я воспитываю их. Да. Ну, то есть, может, есть вот, бывает такое, что вот дети, допустим, долго вас не видят, да, вот, допустим, вы за рубежом, да, нехватка внимания. Как вы с этим боретесь? Они у меня школьники все, может, поэтому... Что их большая часть занята как раз таки этим? Они сами с друзьями гуляют. Когда я приезжаю, допустим, мы выезжаем куда-нибудь в гости, там еще куда-нибудь, я наоборот говорю, пойдемте. Младшая, она всегда со мной. Она говорит, да, мам, я пойду. А вот старшие уже не хотят, они хотят с друзьями. Но при этом, конечно, они скучают, но мне кажется, наоборот, это так классно, когда приезжаешь, я там максимум на неделю улетаю, у меня не бывает неделю. И за эту неделю, наоборот, мы по друг другу прям так соскучимся, так обнимаемся. И наоборот, мне кажется, в этот момент так обнимаешь и ценишь. Такие моменты. Да, такие моменты ты ценишь. И они тоже говорят, мам, мы так скучали. И вот, как бы такая радость тоже, да, и думаешь, если бы я была бы 24/7 была бы с ними, они бы так бы не скучали бы по мне. Вот вы говорите, 4 года после развода. Это период роста и переосмысления. Какие уроки вы вынесли для себя? Конечно, что вы переосмыслили? Развод – это всегда сложно, это нелегко. Это, как я услышала один раз фразу от кого-то, они сказали, что развод – это маленькая смерть. Да, было тяжело, эмоционально было очень тяжело. Но это время прошло, время лечит, как говорится. Единственное, что я для себя поняла, что ты нужен только самому себе. Никто тебе не поможет, никто тебе что-то там на блюдечке не принесет, никто, в общем, никто тебе такую поддержку не даст, так как ты сама. Да. Я сама себе опора, я сама себя вывозила, сама себя сделала. Я все сделала сама. Если бы не я, никто бы... Это есть даже, что я хотела сказать. Вот, и вы сама себе опора. Я сама себе опора, да. Это вот... И поэтому нужно любить себя в первую очередь. Если ты себя не полюбишь, то никто и тебе и не будет. Что вам мешало это делать в браке? В браке я себя любила. Я любила себя в браке. Я не скажу, что я ужасно жила. Мы 11 лет прожили. Я не скажу, что это были хорошие очень моменты. Любовь была, безумная любовь была. Но так получилось, что мы разные люди. И я себя очень хорошо чувствую. Я себя очень хорошо слышу. И просто я поняла, что... В один момент я просто поняла, что мы не будем жить так, как я бы хотела бы. Я не хочу жить так, как живут 80% в нашей стране. Да? Я вот многих вижу, но все равно ты же знаешь истории, кто как живет, ты смотришь, ты видишь это все. Я не хочу так жить. Я поняла, что я люблю себя, я выбрала себя. И я хочу жить так, как я хочу. И я верю, что что есть мужчина, который будет по душе мне. Мы будем друг с другом, будем родственные души. Я в это верю. С мужем у нас были теплые отношения, ничего плохого не было, но мы с ним, к сожалению, не родственные души. А я прям хочу родственную душу. Я хочу жить качественно. Не просто так, что вот есть муж, есть дети. Я так не хочу. Поэтому я выбрала себя. И постепенно шла к этому. И так получилось, что мы обоюдно развелись.
А вот у вас 3 детей, да? Вот вы сказали, что вы находите время все-таки, да, во время, вот, допустим, перелетов, да, во время работы, вы можете контролировать их оттуда, да? Да. Но вот когда вы приезжаете, да, первым делом, что вы делаете? Первым делом, ну, я сразу их, конечно, обнимаю, я обычно или ночью прилетаю, когда они спят, я их прям вот прям... И вы прям восполняете вот эту вот недельную разлуку, да? Да. Выезжая куда-то, может, да? Мы выезжаем часто там с подружками, с детьми, куда-нибудь за город съездим, ну, хоть куда, да? Всегда по-разному. Но всегда я даю им внимание. То внимание, которое вот не было, я восполняю, максимально восполняю это внимание. Вот скажите, а вы по специальности бухгалтер, да? И вот вообще вот помогли ли эти знания в финансах, да, вот сейчас построение вот с бизнес с золотом? Да, все равно. Я уже знаю, как с финансами обращаться. То есть вы та девушка, которая финансово грамотная, да? Да. Вы знаете, как правильно распределять свои ресурсы? Да, хорошо ими распределяю, не растрачиваю. Ну, где надо, там сэкономлю, где надо, нет. Ну, уже знаю, да, куда лучше вложиться. И мне кажется, финансовая грамотность у меня хорошая. То есть вот эти вот приемы как раз-таки вас, так сказать, вам помогают? Да, мне помогают. Вот расскажите теперь о вашем бизнесе. И вообще, как так возникла эта именно идея золота? Или вы по той части, что девушки любят бриллианты? Лучшие друзья? Да, лучшие друзья девушек – это, конечно, бриллианты. Но как она возникла, знаете… Почему золото? Вот, хочу сказать то, что я тот человек, который вот пробовал, да, везде. Я вначале думала, почему я там 2-3 месяца там поработаю, уйду, потом в другое место пойду. Вначале мне это не нравилось вначале. Я думала, я, наверное, какая-то непостоянная, наверное. Ну, как бы критика, да, такая сидела во мне. Но сейчас я понимаю, что я молодец. Я там попробовала, в другом месте попробовала, там везде себя попробовала. И где мне не нравилось, я оттуда уходила. И к золоту меня привела моя подруга. У меня есть подруга с детства, близкая подруга. Я очень ей благодарна. Она мне сказала, она мне предложила обучиться. Она говорит, зачем тебе работать на зарплату? Давай я тебя обучу. И то я такая еще подумала, еще месяц, я еще не сразу согласилась. Я еще думала, почему-то сейчас такая думаю, ну ладно, значит, нужно было подумать. Я месяц думала, а потом согласилась. И вот уже год, как я работаю. И вот какие вкусовые качества, какие вот в основном вам, вот что сейчас в тренде, вот именно в этом бизнесе? Что обычно заказывают? По-разному. Ну, в основном, конечно, бриллианты, изделия с бриллиантами. Я работаю с производителями, я их искала, ищу до сих пор. Это, ну, такая работа же везде, там, раз, в один месяц одного найдешь, потом так вот находишь. Я до сих пор ищу. Я работаю с теми и выбираю только хороших производителей, которые ставят хорошие камни, которые работу делают прям хорошую на совесть. Где плохие камни, я даже не смотрю. Я вижу, смотрю подешевле, но нет, смотрю, не сверкает, нет, я ухожу. Я хочу, чтобы сверкало, чтобы, если мне нравится, то только тогда уже я начинаю это снимать, предлагать своим клиентам. А вот скажите, вот вкус у Кыргызстана какой? Разнообразный? Разнообразный. Вообще разнообразный. Кто-то хочет одно, кто-то хочет вообще другое, кто-то индивидуально. Много очень индивидуальных заказов. У меня есть клиентки, которые сами эскиз рисуют, говорят, я хочу вот такое вот изделие. Наподобие, да? Да, они прям рисуют на листочке. Вот. Есть очень много изделий у меня таких. И индивидуальные? Индивидуальные, да. И мы прям, мои производители, с кем я работаю, они прям это делают, изготавливают прям так, как на листочке нарисовано. А вот скажите, а вы могли бы сравнить рынок наш кыргызский?
Какой он? Ну вот У на нас- вкус и цвет любой, да, все Мгм. есть. У нас, да, у нас в основном Турция. У нас, мне кажется, 80-90% Турция. Турцию я не привожу. Турецкое золото я уже То есть вы за знаете, 2 что... метра уже отличаю, я уже вижу, что это Турция. По То есть дизайну. оно хуже по качеству? Да, по качеству хуже. И по дизайну тоже. Ну, как бы, мне вообще Турция, если честно, не нравится. И там То есть даже, турецкое там даже золото не рот- очень, Нет. И качество хуже. но оно дешевле там. И оно дешевле. Оно намного дешевле. Намного. У меня цены намного дороже, чем Турция. У меня цены дороже, чем в наших магазинах. У нас же Беринголд, еще там вот эти ювелирные магазины, где есть Турция, у меня цены намного дороже. Но те клиентки, которые знают, которые ценят качество, то они у меня покупают. У нас есть также бутики, где есть тоже качественные изделия, но у меня ценники намного ниже, чем... Самый Есть- большой, самый дорогой заказ ваш, сколько он стоил? Самый дорогой заказ, наверное, $8000. А что это было? Это пару заказов. Если вот там одна клиентка была, она заказала комплект, по-моему, да, 7,5 или вот что-то такое вот было. Бриллиантовый комплект. Да, бриллиантовый комплект. Кстати, я ради нее только полетела один раз в Баку, потому что у нее было мероприятие, она говорит: Айпири, я хочу вот этот комплект. У меня, говорит, мероприятие такого-то, такого-то числа. А я не планировала лететь туда. Я только ради нее полетела. И так было несколько раз тоже, когда вот клиенты говорят, мне нужно срочно на эту дату, и я ради них лечу. Вообще вот хотелось бы поговорить, как вы поддерживаете мотивацию в сложные дни? Как вы ее поддерживаете? Дети. Мотивация – это только мои дети. Везде, что бы ни было бы, какие бы трудные ситуации ни возникали бы, у меня всегда в моем сердце, у меня в голове только образ моих детей. Я всегда о них думаю, и все, мне даже хорошо становится. Бывает, никогда мне грустно, я потом вспоминаю, что у меня есть дети, я их вспоминаю и думаю, какая я счастливая женщина иметь таких прекрасных 3 детей. Это вот моя мотивация. Кстати, вот тоже вот неделю назад, по-моему, неделю назад я вот прилетела с Дубаев. У моей старшей дочке исполнилось 12 лет. Я решила сделать ей подарок, и мы вчетвером полетели в Дубай. Вот, отметили ее там день рождения. И она в конце дня, она мне говорит: мама, спасибо. Ну, я понимаю, за что она мне говорит спасибо. Я такая: за что? Ну, хочу же Чтобы вытащить, услышать. услышать лишний раз, да? Я говорю: за что спасибо? Она говорит: ну, за все. Такая, ну, она такая у меня тоже очень такая мудрая девочка, да, хотя 12 лет, она такая взрослая, да, осознанная. Она говорит: вообще за все и за Дубай, говорит, спасибо. Я говорю: пожалуйста. И, ну, мне-то приятно же, ну, такая: пожалуйста, это все для вас. И она такая сидит и говорит: знаете, у меня, говорит, ну, подруги, друзья в классе, у многих есть отцы, но даже они не могут выехать за границу. Сделать то, что вы сделали, да? Она говорит: а вы, говорит, одна это сделали. Я там расплакалась, у меня прям там слезы потекли. Я ее так обняла, я говорю: спасибо, Джану, говорю, мне так это приятно. Но это действительно, вот это самая такая мотивация, где у тебя слезы счастья идут, и ты сидишь и думаешь: Господи, вот чтобы это правильно, эти что слова... дети, да, умеют ценить. Да. Понимаете? Есть те дети, которые принимают это как должное. Как должное, да. А вот когда дети осознанно, и почему вы, допустим, ролики, которые вот ты видишь, действительно дети, которые очень благодарные, да, они очень откликаются в сердце, мне кажется, у каждого родителя. Да. Потому что действительно быть благодарным и иметь ценность этому, это на сегодняшний день
очень такая вот прям заслуга, я считаю, родителей и воспитания, да, вот я думаю, что как раз-таки было все правильно подано со стороны родителей, да, вот весь сам этот процесс. Да. Ну, то есть вам это было очень приятно? Конечно, очень приятно. И это моя самая сильная мотивация. И в такие моменты ты хочешь дальше, ты хочешь еще больше, ты хочешь вообще мир перевернуть в этот момент. Просто ради того, чтобы еще раз, и не еще раз, а каждый раз эти слова слышать. И моя самая, наверное, такая мечта тогда еще появилась, чтобы эти слова я слышала, ну, конечно, не раз, но чтобы когда я, дай бог, я доживу до старости лет, такая мне будет 90 лет, и чтобы там, ну, я представляю, да, там у меня день рождения, я такая сижу, старушечка такая, и чтобы они мне с признанием, да, это сказали. Вот в осознанном виде, в осознанном возрасте, чтобы они мне это были благодарны мне. Вот ради этого я хочу дальше. Ну, это моя мотивация. Я хочу, моя мечта услышать это в старости лет. А что бы вы посоветовали женщинам, да, которые мечтают о своем бизнесе, но боятся рискнуть? Бизнес – это всегда риск. Да, это всегда риск. Ну вот что бы вы им посоветовали? Не бояться, вообще не бояться. Идти на свои страхи и начать делать. Многие, даже в моем окружении, да, есть люди, много чего умеют, много что знают и хотят, но боятся. Я тогда я говорю, нужно просто начать делать. И все. И не бояться. Страхи всегда будут. Нужно идти на них, на эти страхи. И вместе со страхом этим идти дальше работать. Страхи всегда будут. Страхи даже будут и во время бизнеса, да, и перед, и после. Ну, как бы всегда будут страхи. Просто нужно начать. Если ты начнешь, то оно уже само по себе потом пойдет. Да? Главное начать, и все. Страх не уйдет, вообще не уйдет. Просто нужно научиться, как бы, да, с ним справляться. А вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, вот на сегодняшний день, вот главный посыл вашей, так сказать, вот женской красивой половине человечества. Что бы вы хотели сказать или пожелать? Во-первых, любить себя, любить себя не так, как все говорят, да, там любить, тут все же говорят, на каждом углу каждый говорит, люби себя, да. Любить себя нужно тоже уметь любить себя, да, правильно нужно себя любить, нужно себя уважать, нужно себя ценить, нужно себя слышать. Конечно, это может мое навязанное, да, но как бы тоже хотелось бы, да, тоже сказать, не жить, как многие, да, или мне дать это вот самое такое, вообще вот наплевать, вот, если честно, да, кто что тебе скажет. Будешь хороший, все равно скажут. Будешь плохой, все равно скажут. Какая разница? Вообще кому какая разница? Только ты у себя есть одна, и жизнь только одна. Ее нужно прожить достойно, счастливо. Выбирая себя. Выбирая себя. Айпери, спасибо вам за откровенность, за искренность. Да, действительно, сегодня у вас такая была особенно такая вот мотивационная речь, да. Очень вы правильно отметили по данным Нацстатскома, да, участились у нас и бракоразводные процессы, да, и в целом, да, это говорит о том, что многие даже и не разводятся, терпят. Ну, терпят. Да, просто многие, потому что как раз-таки по той поговорочке, да, или мне да. Ну и опять же, у нас и очень классно, точнее не классно, а процветает тот самый не феминизм, а когда наши дамы, да, девочки набрали смелости сказать всем противовес, да. Вот. В
целом, я думаю, что у каждого своя судьба, да, и у каждого есть свое мнение. Может, кому-то действительно живется и в таком положении, Хорошо, в счастье, да. и хорошо, да, кому-то плохо, и кто-то вот действительно выбирает саму себя и ставит себя в первую очередь, да. Но ваш пример сегодня истории вашей, да, ваша история, я думаю, что вдохновит многих как раз-таки выбирать, уметь выбрать в нужный момент себя, да? Да. Вот в преддверии Нового года и в целом, я думаю, что это будет семейный праздник, да, Да. где как раз-таки вас будут окружать и близкие, и родные, и родители, и дети. И поистине это то самое счастье, которое действительно оно бесценно, и те моменты, которые будут во время празднования, да, и вообще в целом, я думаю, что это нужно ценить и быть в этом моменте. Да. Спасибо вам большое за Спасибо. участие, за то, что вы сегодня с нами побеседовали. А вы, уважаемые подписчики, оставайтесь с нами на репортер KG. Вас ожидает очень многое интересное. Спасибо.